Покажите это видео всем, чтобы все понимали, кто и за что родину продает, призывая принимать участие в незаконных собраниях. Несколько десятков казахстанцев подают в суд на Первый канал «Евразия». Первый иск от 5 граждан уже зарегистрирован в Алма-Ате. Истцов возмутили формулировки ведущих аналитических программ телеканала, посвященных земельным протестам. Журналисты Первого канала неоднократно сообщали, что митинги организованы извне. Называли суммы от 50 до 150 долларов США за каждого участника и предоставляли видеодоказательства, якобы подтверждающие факт проплаченности акций. И вот так они продают нас с вами. И заметьте, что интересно, продают даже не за казахстанские тенге, не в национальной валюте, а за доллары. Понятно, кто заказчик? По словам судебного защитника Ермека Нарымбаева, у него на руках 19 доверенностей от жителей различных регионов республики, и он готов представлять их интересы в суде. В ближайшее время количество истцов должно вырасти до 40 человек. Возмущенные люди требуют официальных извинений и компенсации морального ущерба примерно по 300 долларов на человека. По гражданскому законодательству бремя доказательств ложится именно на телеканал. То есть, в принципе, мы предъявляем претензии, телеканал обязан просто предъявить элементарно, кто на видео изображен, кому платили, конкретно кто снимал, он должен дать показания, кого он снял, пофамильно, какой день и так далее. Если так органы предоставили информацию, где эта справка? Версия с иностранным вмешательством продолжилась в различных программах телеканала до 6 июня, когда Комитет национальной безопасности республики официально заявил, что организатор серии митингов ранее задержанный шымкентский бизнесмен Тохтар Тулешев. Остро проявилась несогласованность информационной политики республиканского канала с версией силовиков. Журналист Жанбулат Мамай считает, что элитные группы во власти не смогли прийти к общему решению протестной ситуации в стране. Я точно знаю, что такая группа существует, прокремлевская, и в администрации президента. И есть там люди, которые проводят свои отпуска в Кремле, получают там свои задания, проходят политтехнологические какие-то курсы, общаются и то есть учатся, как формировать повестку дня, как работать. То есть такие группы существуют. Я думаю, что, конечно, Первый канал, он тесно аффилирован с такими группами. Политолог Досым Сатпаев невольно оказался вовлечен в процесс производства пропагандистских программ на Первом. Авторы передачи использовали фрагмент его интервью двухгодичной давности по украинским событиям, вырезали цитату про Facebook и вставили в эфир по результатам земельных протестов. То есть это инструмент, все это должны хорошо понимать. Инструмент, который активно стали использовать внутри страны при активной поддержке извне. Сатпаев отреагировал призывом к публичному бойкоту канала «Евразия», и экспертное сообщество его поддержало. Пропаганда сделана непрофессионалами, тем более, опять же, с расчетом на то, что это расколет общество. Это является угрозой информационной безопасности страны. И меня больше всего удивляет, что власть не понимает, что такие информационные вбросы со стороны канала, которые транслируются на всю страну, рано или поздно ударят по самой власти. На предварительном слушании по иску карагандинского адвоката Нурхана Жумабекова к телеканалу «Евразия» юрист канала сумел добиться от судьи особых условий. Видеосъемку в зале разрешено вести только операторам Первого, а участникам процесса запрещено комментировать его ход. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время.